Ассаламу алейкум, хурметлі қардашлар. Меня зовут Рамиль Шмухамбетов. Я известен как общественник, историк. Ну, в данном случае немножко в другой своей ипостаси, да, как вот человек, который занимается родным языком. Тема сегодняшнего нашего, да, разговора – это тоже родной язык, сохранение родного языка. По этой причине мы специально позвали нашего товарища Джалиль Сафарова. Джалиль, пожалуйста, расскажи о себе, кто ты, откуда родом, происхождение. Салам алейкум, меня зовут Джалиль Сафаров. Я тоже один из активистов нашего нагайского движения. Вот. Родом я из села Татарская Башмаковка, самоназвание Казан, да, Казан-аул. Вот. По происхождению я, в основе туркмен, да, то есть у меня отец со стороны отца дедушка туркмен, а моя бабушка, она нагайка, да, юртовская нагайка, вот. Мама у меня казашка. И... по воспитанию, по всему ты себя... Так получилось, что основное воспитание в моей жизни принимала бабушка. Вот она вот привила мне с детства вот это все нагайское. Несколько слов я, наверное, скажу про то, какие связи у нас с туркменским народом, потому что туркменский народ, в общем-то, это, будь это Ставрополь или будь у нас в Астрахани, мы постоянно находимся рядом, исторически связаны. Вообще, туркмены, именно та часть, которая была мангышлакская, а в документах, проходит именно как мангышлакские туркмены, что интересно. Они входили в Золотую Орду, и вот этот Мангышлак, он, как и Астрахань, принадлежал Тука-Тимуридам, ханам. Те, которые были связаны с партией Нагая, там, мусульманская партия Золотой Орды. Потом, когда Нагайская Орда основывается, мы там вот, у Владимира Штрипаула есть книга, там туркмены упоминается, да, в составе. И даже вот есть род такой, который называется Новая Кыпчак, у башкир, и тоже другое название этого рода туркмен. В составе у нас у нагайских карагашей род туркмен есть. Туркмен есть, получается, среди каранагайцев, и есть туркменовые на Кубани. И вот где бы мы ни были, вот так плавно перетекает один народ в другой. При этом, конечно, хоть их и называют Владимир Штрипаулов туркмены Нагайской Орды, понятно, что астраханские туркмены, ставропольские – это все-таки отдельный народ, да, но очень близкий, тесный. Вот у нас... даже посмотреть, да, я видел старые эти зарисовки, одежда, жилище. Вот такие моменты. То есть общего очень много. А вот такой вопрос по поводу Харащай, Сасхабал тоже это все вот... Да, Харащай. То есть все обычаи, в принципе, очень похожие. Да. Вот аталские, фунтовские. Такой тоже вопрос, да, касаемо татаризации. Вот она нас нагайцев коснулась. Есть Ольга Ильинична Брусина, да, ее работа. Сейчас, правда, она уже, к сожалению, скончалась, светлая память. О татаризации астраханских туркмен. И я знаю то, что туркмен, там, Фунто, Ватали, да, и вообще, в принципе, тоже на татарском обучали. А я слышал, что есть, был такой поселок Вахитово, да, в округе Астрахани, который потом, он исчез, и фактически не доводилось ничего слышать? Кстати, вот один из моих родственников, дедушкиных родственников, туркмен, тоже там жили. Это вот табачная фабрика была, где раньше. Это вот, по-моему, в честь этого, то, что там туркмены жили, Туркменский переулок. Вот в этом районе раньше тоже жили компактно туркмены, как я знаю. Туда мы ездили в детстве, очень в раннем детстве. Я помню, дедушка нас туда водил. Там Байрам Бабам был из Туркмена. А потом как-то это все, забылось, исчезло, растворилось, да. Вообще... Видать, на фоне вот этой политики. Вообще я знаю то, что общего, да, еще вот у нагаев с туркменами, то, что у туркмен есть рода Игдыр, Абдал, там, да, Суюнаджи. И вообще туркмены – это такой воинский народ, да, всаднический, не секрет. Это вот общее. И то, что в юртах также кочевали, да, кочевье было. Вот, и даже вот есть документы исторические, все-таки я историк, да. И документы, там как раз упоминается то, что туркмены ничем практически не отличаются от кундурских татар. Кундурские татары нагайцев харагашей называли. Вот. Я сейчас еще такую ремарку внесу, что я представляю, да, мы говорим про родной язык, я представляю нагайцев харагашей, ты представляешь в данном случае нугаев-юртовцев. Вот. Какой он родной язык тогда, да? Вопрос. Родной язык это, наверное, маркер человека, да? Такой идентичность, которая его
связывает с тем или иным народом. Вот, то есть я почему вот во многом почему я все это вот это начал, у меня просто очень любим мой родной, да, бабушкин язык, который она впитала в меня с детства. Кашкиден, короче. Да, с малых лет. И основная, как бы, моя задача, да, сохранить вот этот язык хотя бы в стихотворениях. Вот. Ну, не дай Аллах, потому что все идет к тому, что язык потихонечку теряется, вытесняется, видоизменяется, да. Вот. Слова уходят. Слова уходят, да. Многие становятся архаизмами. Это никак в последнее время, да, ну, это началась эта работа, но особо она никак не кодифицируется. Ну, сразу больших результатов, конечно, ждать трудно, да. Ну, да. Ну, вот именно поэтому я как бы захотел язык этот оставить хотя бы в стихотворной форме. Ну, надеюсь, что дальнейшая работа нам поможет все это развить, оставить, приумножить. Ну, мы вернемся сейчас к этому вопросу более подробно, да, вопрос сохранения родного языка, что для этого нужно делать, да, какие там шаги были сделаны. Но вот вопрос вот сейчас такой, самый главный вопрос нашего подкаста, что это за родной язык? Дело в том, что есть такой атлас татарских говоров, который, да, в Казани выпущен. Там очень интересно написано то, что не то, что юртовский нугай, да, но даже там вот нагайцы карагаши, нугай карагашлар, даже туркмены, хунтовские, татарские, там написано, что это язык татарский. И вот вопрос, это татарский язык или нугайский? Кстати, вот в предыдущем подкасте я вот об этом, в принципе, не знал, что в Татарстане даже туркменов отнесли, да, к говорам татарского языка. Это язык юртовских нагаев, да, нугай теле, да, по-нашему. Вот. Он... В последнее время, ну, последние лет 100, наверное, видоизменился в начале 20 века, даже попозже, шел процесс татаризации, да, получается, да? В первой четверти, да, когда прошел вот этот период был татаризации. Там, по-моему, Арсланов, по-моему, да? Там чуть-чуть по-другому, это вот если вкратце, ну, опять-таки, как историк, так, да, небольшой вот как я знаю, вот, да, был у нас язык, там даже секали, да, вот есть такое выражение, я вот от старого жителя, от пожилого этого, тоже секали, как сибирский, да, грубо говоря, ксмс кельса, асар исіктің басында, вот так говорили, потом тоже мага, вот даже мой отец, да, мархум, он говорил не мига, сига, как вот сейчас мы говорим, а говорил именно мага, сага, вот как мой дед со стороны бабушки. Ну, как в литературном нагайском получается. Родной брат бабушки, он, да, участник войны, тоже он тоже говорил мага, сага. Вот. А вот сейчас это вот изменилось, да, как бы, и почему это изменилось? Отправляли, оказывается, я тоже об этом узнал, наших местных учителей Татарстан учиться, они там обучались и приезжали к нам в школы и преподавали именно литературный татарский язык. Но он а он не прижился у нас. То есть даже со стороны посмотреть, когда вот наши местные пытаются говорить язык, да, ломать под казанский. Сюля-шпага, как казанша. Да, это, ну, со стороны кажется, ну, не очень естественным. Вот. И он у нас не прижился. И даже я помню, у нас вот с Амир Дамировичем, он у нас вел математику, алгебру, геометрию. У нас такой разговор тоже был. Как-то вот тема родного языка зашла. Это то ли 8, то ли 9 класс, точно не помню, давно уже было. И вот он тогда говорил, то есть насчет родного языка тема пошла. И я говорю, ну, родной же язык нужен, вот мы изучаем, Руфим Бегулатовна тогда еще наш классный руководитель, да, татарский язык нам преподавал, я говорю, нужный. Он тогда мне еще сказал, это, говорит, не наш родной язык, это язык казанских татар. Вот, и тогда вот так вот, тоже такой пункт. Ну, вот с этой стороны надо сказать, да, сейчас ты уже затронул эту тему, то, что в 70-е годы приезжал сюда Леонид Шейсутович Арсланов,
и он как бы собирал материал, да, языковой, вот как раз что у карагашей у нас, что у юртовцев, что у утар, что у купцев. То есть все 4 вот эти ногайские группы, все он, в принципе, объехал, да, в Калмыкию ездил, ну, в принципе, и с туркменами работал, и с местными татарами, да, которые сюда переселились. И, кстати, заметил, что они тоже стали переходить на ногайский язык. Ноғайлар арасында тұрып, ноғайша сөйлемеуге басладылар деп. Но здесь вот такой, да, интересный момент есть. То, что почему-то в Казани это все не видит, да, у них какая-то своя вот такая аквариумная, прям скажем, наука. Даже вот я помню, вот, ну, есть канал ТНВ, есть такой этот самый, так скажем, проект «Точка опоры», там выступает наш земляк Сулейман Рахимов. Как раз насчет туркмен. Он говорит, наших, говорит, татар туркменского происхождения им внушают, что они туркмены. Вот так. Как-то так. Вот. И на самом деле у нас тоже обучали на татарском языке. Да, вот, и самое интересное, да, термин, который, да, использовали, апай. Да, апай – это учительница, абы – это учитель. Учитель, да. То есть, а у нас же нет этих слов. У нас тетка будет татам. Да, там старший дядька там у вас хахай, да, у нас там тоже агай, акай деп айтамыз. Вот, то есть даже вот эта терминология татарская. Но что интересно, то что, в общем-то, это тоже не прижилось. То есть, да, наши старики, они могут, когда надо, да, на казанско-татарском высокий штиль показать, там песню спеть, да, там до сих пор... Ну, кстати, мне тоже не очень далек этот язык, потому что я около года жил в Татарстане. Тоже был в этой среде, разговаривал на этом языке. Ну, на самом деле-то ничего, сразу говорю, мы против татар не имеем, это, конечно, татарского языка. Какие это проблемы? Народ, как говорится, любой народ прекрасен, у каждого есть свои замечательные люди, есть достижения, да, и как бы нельзя преумолять, да, то, что татарская культура, там, литература это достаточно богатые. Но вопрос идет о том, что для нас родное, да, то есть вот как бы это же глупо будет, можно пример привести, русские дворяне. Когда для них был французский более родной, чем русский. Вот как вот Евгений Онегин, да, поэма, там описывается, что Татьяна, она как бы разговаривает, письмо, которое написала... Ну, «Война и мир» тоже он... Да, там по 4-5 страниц, да, на французском языке. Да. Но это же, может быть, и неплохо для обогащения, но свое-то забывать нельзя, свое, да, вот терять нельзя. Как в Англии тоже было, да, французский считался таким языком дворян, а английский, самый родной язык, он считался языком... После нормандского завоевания, да. Ну вот, кстати, вот такой есть миф, да, я, насколько знаю, среди у нас у карагашей, то, что якобы карагашлар говорят на казахском языке, да, то, что на слух, может быть, это воспринимается. Вот, я как бы со своей стороны скажу, да, то, что вот у нас есть Я, кстати, неоднократно об этом слышал, то, что вот карагашлар, они казахша сөйлешерлер, короче. Ну, да. Вот я как бы сразу, да, такая апологетика идет сейчас. Сразу скажу, что у нас инфинитив бармага кетпеге, да, будущее время бараяк келек. У нас нигде дар нету, мы всегда там лар, лир говорим. У нас не емес, например, да, керек емес, а мы керек ту говорим. То есть, по сути дела, мы говорим на ногайском. Но, конечно, есть кое-какие казахские заимствования, ну, рядом живем, там браки смешанные да, есть. Без этого, конечно. Да, а вот у нас есть такой миф, да, о том, что как раз-таки юртовцы разговаривают на татарском. И улар, короче, татарша сөйлейлер, вот так вот рукой махнули. Да, я тоже неоднократно об этом слышал, но хочу сказать, что это, ну, не так. То, что наш юртовский диалект, он не совсем татарский, даже не татарский. Вот, потому что многие моменты, те же окончания, да, барамыс, келямыс. Ну, хотя вот в последнее время такая тенденция пошла, то, что вот особенно молодежь переходит вот на эти окончания. Келя, бэс, бара, бэс, да, вот этот бэс. Ну, если, как говорится, без конца что-то толдычить, оно как бы... да, она вот потихонечку проникает. Но у вас же есть ногайские слова, такие вот, например, да, как вот там куртка, старуха. Куртка, есть такое. Шапраш. Шапраш, лестница. Вот, опять-таки, вы же не говорите барага керяк, а вы говорите бармага. Там барадаган ксы у нас, барадаган кши, я слышал, вот Амир Дамирович говорит. Барадаган, в общем-то, получается... барадаган. В общем-то, получается, что язык ногайский, но фонема вот, такая, кстати, да? Вот фонетика, да, татарская. А вот ты сказал сейчас, да, то, что ты, в общем-то, около года, да, прожил там в средней полосе прожил. Какое вот у тебя ощущение? Было ли какой-то сложность и ментальной, и в плане языка? Таких больших сложностей не было, потому что как бы... обучались, да? Обучались, да.
в медресе обучались, и, то есть, там, ну, с братьями были, да? Ага. Вот. А вот именно с точки зрения вот культурной, да, были вот такие барьеры. Ментальная разница. Да, ментально есть разница, да. То есть, они как бы... Ну, там же лес, получается, да? Да, лес. То, что вот одним народом, как бы, ну, вот астраханские, это вы как бы, ну, да, вы братья, но как бы, да. Ну, по исламу-то все братья, да, понятно, да. Дистанцируются все равно, как бы. Угу. То есть, это вы не наши. Мы, а вы – это вы. Вот так было. Главное, чтобы мы были мыми. Да, вот такой момент. А насчет леса, да, одно из стихотворений тоже, которое посвящено, я вот в конце, Бог даст, приведу, иншаллах, тоже об этом. То, что лес – это не наше. Вот наша степная душа, да, она вот любит простор. А вот, извини, пока не забыл, хочу все по поводу башкир. С башкирами доводился общаться? Да, с башкирами, да. У меня же жена с Башкирии, я там часто бываю. И они меня всегда за своего. Ну, внешне. Да, ну, наверное, внешне, да, потому что подходят, разговаривают. И сразу на башкирском начинают. То есть, сразу я говорю, ну, вот так я отсюда. Ну, между прочим, у башкир тоже есть рода, племена, тоже они, как вот юртовцы, полукочевые. Ну, я так слышал и читал, и исторически, и генетически даже, да, что самые ближайшие к юртовцам – это башкиры. Ну, не только юртовцы, ко всем ногаим, самые близкие генетически башкиры, да. Это вот, особенно юг, там вот то, что вот они говорят, Баймак, такие самые такие. Это как даже на внутреннем как-то этом… Чувствуется, да? Да, на сердечном, что ли, уровне как-то ближе они. Ну, многие, между прочим, песни, кстати, которые здесь популярны, которые считаются, что они татарские, они башкирские. Вот такие, как, например, Айбол-Болым, там, или Уфтанма, там же Агидель упоминается. Агидель – это река Белая, это да, вот, Белая где, река. собственно говоря, Уфа и находится. Ага, вот еще хотелось бы вот такой вопрос затронуть, как-то мы с тобой говорили, да, по поводу, вот, когда в татарском движении, там, ну, все юртовцы, так или иначе, да, ну, считая себя татарами, в татарском движении были, и они как-то, да, вот, столкнулись с тем, что, а что у нас своей культуры нет? Был такой вообще? Этот татарский деловой центр был такой возле, сейчас не знаю, он работает, нет? Ну, тоже не в курсе. Возле Татар-базара. Это когда это было? Лет, может, 20, может, приблизительно. Ну, в самом начале, короче. Да. Угу. И вот это интересно же всегда человеку. Кто, откуда он, культура, да, узнать, культура какая у него, язык. И что-то вот этот татарский, да, тогда же еще как бы вот это все было не на таком уровне, как сейчас. Вот этот уровень знаний, да, то, что вот, ну, Айлар, все дела. Ну, как бы татарская башмаковка, и что-то пошли туда. И там были, я помню, юртовская с нашего села одна была. Вот. Ну, ай. Да. Она, и потом с города тоже. Казанна. Да. Или Мишар. И, кстати, вот были люди, которые… То есть, со стороны отца, например, у одной было отец казах был, мать юртовская, да. У другого был отец, по-моему, азербайджанец. А со стороны мамы, не помню, то ли юртовская, то ли она со Средней Волги. Вот. И одна еще такая была, ну, как говорится, да, ну, чистокровно не говорят обычно, как один знакомый Чин татар говорил, да, чистокровными, говорит, только лошади, говорит, бывают. Вот, и вот она была, да, чистокровная нагайка. И вот она, кстати, знаете, чем интересна? Она была преподавателем иностранных языков, турецкого языка, по-моему, на Иньязе, в Агулу. Вот, она часто ездила в Татарстан. Но она вот с детских лет воспитана как татарка. Вот она и разговаривает больше на таком, на татарском, казанском этом диалекте. Но когда, говорит, я туда ездию, в Казань, я говорю, а по внешности она прям, чистая наша, юртовская, да? И она вот говорила, меня, говорит, там за свою не принимают, она говорит, син угайкас. Это еще тогда, вот 20 лет назад тоже такой запомнился момент. Опять-таки, да, получается, вопрос встал, да, а что у нас своего нет? И она даже когда обижалась на это. А вот как раз-таки так получается, вот в моей жизни, тоже не в обиду будет сказано, но я встречал туркмен по происхождению, да, но они прямо
очень сильно такие заряжены, что они татары. Я даже знаю то, что в татарском обществе несколько активистов туркменского происхождения есть, но такие тоже они вот на татарской теме. И это у моей младшей сестренки подруга, по этическим соображениям именно назвать не буду, тоже она говорит, я татарка, хотя пап туркмен. Дело, конечно, личное, но, в общем-то, мне кажется, неправильно от своих корней отказываться. Я надеюсь, что люди, в общем-то, как бы осознают, что это не совсем правильно. Хотя, как говорится, это человек сам выбирает. Да? А вот ладно, пока, опять-таки, не забыл, говорили с тобой по поводу того, что ты бывал в Каранугае, да, в Дагестане, в Ногайском районе. В каких селах был? Был в Терекле-Мекте был, потом в Кунбатаре были мы. Ну, это там ходишь как у себя в селе, как в Башмаковке, да. Природа такая же. Природа такая же, да. Свободные люди по такие же. Менталитет. Менталитет, он намного ближе, чем менталитет средней полосы. Такой же, такой прямой, прямодушный, да, дрочливый, прям скажем, менталитет, да, такой? Такой наш степняковский, как говорится. И разговор тоже. Я вот, в принципе, такой любитель языков. Языкового барьера не было, я их прекрасно понимаю. Там еще и со Ставрополя, по-моему, приезжали. Там стрельба из лука была, соревнования, вот тоже там приезжали из Ставрополя. А ставропольские, по-моему, вообще как они же очень близко, как мы разговаривали. Они отсюда туда ушли. То есть, это была Большая Ногайская Орда, и ясанцы, да, вот сейчас вот Килинчи будет. В принципе, у вас, да, вот это вот базар Хужа, Кенигес, этот рядом с вами, в Каргалях тоже, получается, в самом Тияке Сарай-Шхлы был такой. И вот Килинчи, это все ясанские ногаи. Вот у нас, у каргашей половина родов, там вот это Серкеле, Эргенекле, там и так далее, там много, они, короче, ясанского происхождения. И вот эти тоже. И вот, по сути дела, рода, которые у нас есть, там вот у нас племя Кугыс, Айтамгала другое название, и у них Айтамгала. Вот у меня тамга, да, это Сейталтаяк, круг, и у них этот тамга есть, называется Тогалла. То есть, до сих пор все вот этот есть. И вот, по сути дела, да, самые близкие будут ставропольские. И генетически, кстати, тоже. Вот, поэтому, да, это... Даже слово какай у них есть, какам. То есть, хахам. То же самое. Вот, и вот Ногайчай, да, Карачай все пьют, получается. Ну, да. С курдючным жиром. Да, сазыхпан, борщпанан. Соль, перец. Да, соль, масло. Перец по вкусу, масло, да. Катмай добавляешь, он, субханаллах, расплавляется. Да, это прям топ. Ну, вот я могу пример привести, кстати, да, по поводу... У нас вот, общество проводило мероприятие, не мы проводили, вернее, это было как раз-таки татарское мероприятие, Сабантуй был. И там была ногайская площадка. И там, везде у всякой сцены, там свои там, слава богу, я, конечно, там не пою и не танцую, но рядом-то на главной сцене выступают. Я смотрю, естественно, там с Казани, да, и вот они поют песни красивые, там, я не спорю, у меня самого бабушка Мещерка, то есть, это мне не чуждо тоже. Да, у меня жена тоже там, как говорится, тоже это не чуждо, но, тем не менее, я заметил, что люди скучают уже от этих песен, и там что-то вот с КЧР, с Карачаево-Черкесии приехал ансамбль, и начали, Дангр-Донгр, лезгинка пошла. И сразу такое оживление. Ну, конечно, лезгинка это не совсем наша, но вот наша вот этот Сасхабал, в общем-то, ментально близкая. Я думаю, вот это тоже чувствуется, вот этот момент. И вот насчет татарского делового центра. Такой вопрос был. Тоже мы как-то собирались, у нас там уроки были всякие. И вот один из присутствующих тогда спросил, а если, говорит, у нас, у астраханских татар, своя культура? То есть, свое у нас что-то есть? Я дальше не помню, там что, как это продолжилось. Продолжилось, раскрутить. Но вот именно вот этот, он стал как триггерной точкой. Ну, действительно, есть ли у нас что-то свое, либо все завезенное оттуда, да, с Татарстана? Ну, здесь вот... оказывается, есть у нас все свое, да? Еще как есть. И эпосы, и танцы, и песни, да, вот всякие. Пословицы, поговорки, да. Там вот это вот... Богатая культура, богатейшая даже, можно сказать. Вот такой вопрос по поводу Абдрахмана Умерова, да, то, что вот он
учитель, получается, всех наших просветителей и одновременно он ученик Марджани. Да, конечно, такой момент интересный, да? То есть Марджани стал идеологом, да, татаризма, то что вот... Кстати, сами татары же, они, ну вот, не назывались сами себя татарами, да? И вот Марджани ввел этот... И будучи учеником Марджани, наш Абдурахман Умеров не сказал нашим, да, что мы тоже татары. Он вот этот название Бес Нугайлар у него всегда это присутствует в его работах, в его публикациях. Ну, книга «Нугай жарлары» вышла, да, ногайские песни, и была рукопись из 2 томов, насколько я знаю, «Нугай тариха». Тоже об этом на прошлом подкасте говорили. Но даже вот этот «Нугай жарлары», там кусок есть такой, да, я его, в принципе, на его основании целую статью написал, она есть, да, исторические изыскания, и там он четко говорит, то, что юртовские татары, это так нас русские называют, имеется в виду, да, а сами это Карелия Нугайлар. Карелия Нугайлар мы так называем, или просто Нугайлар даже. А сами себя мы, например, называем Карагаш Нугайлар, а русские нас называют кундурские татары. Хотя мы и не кундурские, и не татары. Кундурау – это вообще отдельная такая группа интересная. И вот даже вот у меня зять, родственник с Новых Булгаров, вот, у него дядька Сиражидинов. Шамиль Сиражидинов, да. Шамиль Сиражидинов, вот он в своих публикациях тоже пишет, что, ну, вот мы... Это ногайские села. Да, это Нугайлар, ногайские села, да. Вот он, то есть, яркий представитель, да, татарского народа, которые переселились сюда. Даже у них название деревни, села ихние, да, Новые Булгары, да, вот где булгары живут, да, то есть... Ну, у него действительно он и называет все вещи своими именами, и как бы он честный, да, пример честного ученого, без всяких там передергиваний. Вот. Но, опять-таки, да, вернемся к тому, что было сделано для того, чтобы как бы, да, возродить язык, определить. Был записан список сводыша, да, 100-словник сводыша, вы в этом с Амир Дамировичем принимали участие. Да, это для определения вообще, что это за язык. Вот. Мы сотрудничали и сотрудничаем с Юлией Викторовной Нормандской, тоже вот это Институт языкознания, да, тюркологи. Анна Владимировна Дебо, да, нас доктор наук тоже поддержала, да, то, что языки астраханских тюрок – это диалекты ногайского языка. Вот. Вы видео выпускали, да, на юртовском диалекте, мультик, да, там опять дублировали стихи, да. Мы с тобой, да, монтировали, да, диктанты проводили, и вот наш брат Эмирот Валиев на дагестанском телевидении, у него есть проект такой «Ногайский с Гиреем», там было, во-первых, знакомство с юртовским диалектом, да, такой материал, и плюс еще, да, вот для детей такой, да, ознакомительный, там базовые слова юртовского диалекта. Да вот эта книга даже. Да, вот спасибо, что напомнил. Нурия Гареевна Максудова, да, она вот... провела колоссальную работу. Да, перевела, получается, да, труд Басира Абдуллина, драматурга книгу, да, Карбатерлера «Герой степи», и там Байлка Серек Легенде, то есть там описывается жизнь юртовских нугаев. Там, кстати, нигде слова татар нет, исключительно одни нугаи. И вот книгу «Каргалыгым», «Мой Каргалык», и там она, в общем-то, это использует, да, юртовский диалект ногайского, то есть можно уже говорить о том, что все это свершилось. Юртовский, он стал использоваться, да, как язык литературы. Но нам, конечно, стоит учиться у наших братьев сибирских татар, где у них там целый корпус выходит. Словари, вот я сейчас знаю, что ведется работа, Саида Татай ведет работу над словарем юртовского диалекта. Но вот есть, кстати, еще один проект, который надо осуществить. Вот в свое время Леонид Шейсултанович Арсланов, он выпускал свои монографии, да, язык юртовских нугаев, язык ногайского рагашей. Вот, их бы вот переиздать, я вот успел к своему счастью побывать там в Елабуге у него и получил разрешение на это. И еще, кстати, Рамиль, вот такой момент, то, что вот казанский татарский у нас не прижился. Да, то есть на нем не разговаривают. В школах преподавали, но все равно он не прижился. И то же самое относится и к литературному ногайскому, да, караногайскому языку. Да, ради справедливости надо сказать, что... Тоже он не прижился, и поэтому надо вот свое, да, то, что мы имеем, надо и вот этот момент развивать. Насчет твоей вот этой мысли, я даже ее хочу продолжить, да, насчет литературы ногайского. Дело в том, что у нас
добились, да, преподавания литературы нагайского в селах, да, вот в Лопасе преподавали. Сейчас, к сожалению, очень такая трагическая ситуация, нигде даже в виде факультатива нагайский не преподают. Вот, и, к сожалению... Не зашел. Ну, не то, что не зашел. Может быть, дело в том, что нужно было именно региональный компонент. Наши литературные нагайские тоже не воспринимают. И что интересно, то, что и литературу татарский не восприняли, а литературу нагайский тоже не пошел. И есть какая проблема? Если это книги, которые вышли в Дагестане, там один диалект, каранагайский. И если это книги, которые в Черкеске вышли, там другой диалект, то есть кубанский. И они, в общем-то, не во всем сходятся тоже. И здесь как бы раз мы приходим к тому, что необходимость нам на собственных диалектах, да, материалы выпускать. Здесь ничего, никаких проблем нету. Да? То есть, вот есть, например, мордва, народ такой, да, но у них два своих таких, да, целых языка. Мокша, Эльзя, Мокша. Ага. Да, есть, например, у шотландцев, получается, хайлендерс, да, то есть эти горцы, они там кто-то на гельском говорит, да, этот кельтский язык, а кто-то говорит, у нас равнинные шотландцы. То есть, фактически как диалект английского. Да. И это им нисколько не мешает, да, то есть это нормально. Вот. И насчет тут, опять-таки, да, можно сказать, что вот у нас, я уже говорил, да, старики наши песни поют на татарском, но он для них как иностранные. А молодежь вообще, вот наше вот поколение, да, грубо говоря, мои там сверстники, кто-то постарше, кто-то помоложе, мы уже воспитаны, в общем-то, на песнях Расул Сито, там, Алиби Романа. То есть, в общем-то, с этой стороны культура как бы зашла, но все равно необходимость в своем. Вот я знаю, странно, конечно, будет от нас это выглядит, но что поделаешь, это культура, да, это как вот необходимая такая ситуация, да, что нужно. Вот я знаю, что песни на юртовском диалекте выходили, вот Лютфияр Бехтиев. Да, очень такая... Зашла она, получается. Да, зашла. Вот именно, кстати, насчет песенных моментов, их очень мало, в основном слушают. Оттуда, да? С Казани все идет, да. Вот и слушают, и поют. Аида Мухамеду, да, Базым Карандас Заттан, получается, Сулянка Ауылдан, вот она тоже записала песни, да, целых 3, получается. Нугай Туй, Хайтар Мине, это на стихи Аямыйсын, да. Вот, ну, как вообще вот это все слушается, смотрится? Органично или как? Ну, как говорится, в уши заходит. Ну, вот получается так, что необходимость, да, изучения родного языка, необходимо мотивацию надо поднять, как и говорят известные люди. Кстати, насчет того, что вот развивать, да, ну, почему надо? Потому что он замещается. Замещается, потому что это происходит вот, получается, мои сверстники и их дети. Такой показательный случай был в школе. Один из учителей, по-моему, сказал, тогда еще WhatsApp, вот этот, как родительские комитеты, вот эти чаты. Только началось все это, да? Да. Ага. И они сказали, один из учителей сказал, разговаривайте, говорит, дома на русском. То есть они толком не понимают. Приходят. Вот, да, приходят на уроки и вот, ну, ялпак. Это... Тельде. Ялпак Ногай Тель. Да. Ну, это, наверное, было... Не наверное, а это было ошибкой со стороны учителя, потому что мы-то знаем русский язык. То есть билингвисты, да, и с точки зрения... В любом случае мы выучим этот язык. Да, с научной точки зрения даже билингвы дети, они намного... Или мультилингвы даже, да, когда намного лучше развиваются. Лучше развиваются, да, в этом смысле. И с тех пор я так понял, что начали дома разговаривать на русском языке, и дети, они как бы потеряли вот это. И сейчас во многих семьях дети моих сверстников не разговаривают на своем языке. Ну, вот я могу, да, вот тоже такой момент сказать, то, что... Конечно, безусловно, да, русский язык надо знать, это государственный язык, это все ясно. Это понятное дело, по умолчанию, это наш как бы родной язык тоже, да. И в любом случае мы как бы будем его знать, а вот проблема со своими, да, причем смерть каждого языка, это же, по сути дела, смерть культуры. Смерть нации, да. Смерть нации. Тыль йоктун халка йок деген сөз бар, да, то есть нету языка, нет народа. Почему это так, да? Потому что вот есть языки программирования, да, на которых строятся там целые программы, там Basic, C++, там, да, там Python, это
много других умных слов. Вот. Но язык это... Язык родной, это то, что, на чем пишется духовное тело народа. Это как такое облако, да, информации. Все вот эти многие поколения, тысячелетние, все это записывается, да. Это как вот такой вот есть в эзотерике термин эгрегор, да. Ты как бы присоединяешься к нему, это такое этническое поле. Да, вот люди, которые давно умершие, да, и ты как бы вот читаешь книги их, как будто с ними общаешься. А тут ты со своими предками эту держишь связь. И вот у нас был момент, когда перевели, да, письменность, отказались от тюрки, письменности арабицы, да, как это, по-моему, Наджиб Гасри, да, начинал? Нет, это не он делал, это сделал Джанибек, но такая политика партии была. Выхода не было, нельзя было ничего другого, перешли на кириллицу. С одной стороны, приобрели то, что появился современный литературный ногайский язык, с другой стороны, от вот этой, да, сначала, получается, с арабицы на латиницу, потом на кириллицу, мы потеряли, да, вот вход туда. Даже вот эти метрики, где везде нугай-нугай, да, написано там, или шежире, вот мое шежире, там шежире роду хужа. Лет на 100 это все закопалось, да? Даже лет на 100 закопалось, да. Мне вот нравится в этом смысле то, что делают калмыки, да. У калмыков очень тяжелая ситуация с языком, вот после депортации, да. Но вот они сейчас все это поднимают, делают курсы. И вот даже письменность, да, вот письменность Тодо Бичик, да, монгольская письменность, они ее восстанавливают. Да, я думаю, нам тоже нужно, то, что касается тюрки, каллиграфии, да, вот это возрождать, потому что человек сам сможет, ну, залезть там в метрику там, своего предка, смотреть, найти, убедиться, да. Убедиться, что там нугай написано, ну, или туркмен, там, да, или даже мишар, пускай будет, там обычно как будет написано Казан губернасы, там, и так далее, да. К месту, да, привязывали? Ну да, вот, а вот с точки зрения религии ведь тоже к языку какое-то особое отношение, правильно я понимаю? Ну да, это бы как аманат, да, от Всевышнего. То есть Аллах Субхану в Коране же говорит, мы создали вас племенами и народами, и узнавайте друг друга. И вот еще такой момент по поводу приписывания, да, тоже, я насколько слышал, есть хадис такой. Есть, да, и вот показательно такой вчера буквально в мечети такая ситуация. Я просто спросил у одного брата, он уже давно уже намаз читает, соблюдает. Я говорю, ты сам себя как считаешь? Он говорит, я понимаю, что я не татарин. Это я, говорит, понимаю. Но вот, говорит, сам себя перебороть, я, говорит, не могу. Я, говорит, татарином себя считаю. А я говорю, а ты знаешь, что есть такой хадис, где пророк Мухаммад говорит, то, что тот, кто не относит себя к своему народу, тот, там общий совершает смысл, многобожие, да, не многобожие, а может приготовить свое место в огне. Вот такой хадис есть. Он говорит, такой посмотрел на меня, у Бухари хадис приводится. Я говорю, достоверно, в своде Бухари приводится этот хадис. Он говорит, один получается. И он сразу все, говорит, я, говорит, нугай. То есть четко, да, вот этот момент. То есть то, что вот он понимает, он это понимает, да, я от многих, говорит, слышал, то, что вот, и даже, говорит, внешне, антропологически, да. Я понимаю, что я не татар, но я, говорит, вот привычка. Так привык. Я вот так, говорит, привык. Но я секрет не делал, да, о том, что сам я себя тоже в детстве считал татарином, потому что, я то же самое. Бабушка татарка, да, и там как бы так получилось, что меня, родился я на улице Габдуллы Тукая в Сабинском районе в селе Байлар-Сабасы, богатые Сабы. Так что, если хотел бы косить, вот. И как бы тоже, да, такой момент. Еще такой хочу момент тоже включить, то, что ничего против, да, против татаров или еще какой-то другой нации. Во мне вообще ни капли национализма нету. То есть я не считаю какую-то нацию выше, какую-то ниже, да. И мы не имеем никакого права. Да, то есть и во мне татарская, нугайская, да, казахская, туркменская кровь. Жена у меня мишарка с Башкирии, да, родственники у меня есть и русские. Вот. Поэтому нету я такого, почему вот это все как бы поддерживаю, начинаю, чтобы как бы... Свое сохранить. Да, сохранить свое. И справедливость, чтобы, не то, что справедливость, а правда, что ли, чтобы была. В чем... То есть, вот ты, зачем ты себя другим именем называешь? На самом деле, это же как-то ущербно. Хотя есть право у человека, да, это и закреплено у нас, определять свою идентичность. Так, это есть, да, конституционно разговора нет, да, мы не имеем права какую-то нацию выше считать, это будет экстремизм. Конечно, и вообще, нацизм, это и, как говорится, и по закону, да, и общечеловечески, и прежде всего, да, так сказать, понятно, он тут процитировал священные тексты, это порицается, да. С другой стороны, отрицать своих предков, да, это тоже неблагодарность к ним. Как
по минимуму неправильно. Да, вот я могу пример привести из Ты, истории. считай, целый пласт своей истории, да, обрубил и выкинул. И взял другой. Вот это, говорит, мое. А на самом деле это не твое. Я могу пример привести, да, с ногайским языком, то, что вот он ёкающий язык, да, вот эти слова, да, тувол, там, да, бармак, кетмек, бармага, кетпеге, это было в половецком языке. То есть, здесь мы видим, насколько это глубоко, да, откуда это пришло, вот. То есть, это вот... Это через сот Куманикус, да? Да, Кодекс Куманикус, да, вот эта западная ветка Кыпчак, она же стала почему половцами? Потому что местное население, там вот эти асы, племя Асопа, там Кангуоба, то есть это тагузы как раз, племя черных шапок, Камкулях и Сиях, да. То есть вот через это стали половцами, а потом стали нугаями, да, когда последний элемент вот монгольский пришел. Ага. И вот, кстати, о монголах мне очень нравится, как Владимир Каруев, это джангарчи, да, народный джангарчи Калмыкии, говорит, что язык – это удостоверение на счастье. То есть, как эпос джангар, да, в нем вся история народа, весь менталитет. У нас же тоже эти эпосы есть, Идигея, Мамай. Первый раз записан эпос Идигея был у юртовцев. Хотько, Алексей Хотько. Эпос Мамай, Берзин, юртовская версия. Все это ушло, да. Даже вот по поводу культуры, вот, домбра. Я знаю, что дед у тебя на домбре играл. Да. Играл, домбра до сих пор дома висит. Играл на домбре. Ну, то есть, была у нас она своя собственная культура, да, и мы ее как бы раз и забыли, чужую заменили. Вот, и еще хотелось бы поговорить, вот, да, ближе к завершению, по поводу того, да, какие методы ревитализации языка. Вот я для себя записал. Это фиксация, запись. Это вот получается создание приложений типа Duolingo. Вот сейчас обучают нейросети. У нас ребята работают над переводчиком ногайским, да, Яндекс. В том числе у них следующая задача как раз и юртовский, и карагашский туда включить. Вот. Метод еще погружения, да, в языковую среду. Вот. Уже сказали про словарь, да, и вот создание книг, да, там, контента, да, на родном языке. Как вот ты видишь, что из этого всего наиболее эффективно? Ну, во-первых, надо его практиковать, язык. В жизни, да? Да, в жизни надо его практиковать. Потому что если ты не практикуешь, я вот сколько лет себя помню, пытаюсь английский язык выучить, я его прям выучиваю, да, с носителями общаюсь, да, потом? Та же программа Тандем. А потом на некоторое время ты перестаешь практиковать, и он забывается. Тут то же самое. Если ты можешь в грудь себя бить, да, 1000 раз то, что вот так. Надо но если язык ты сохранять, да. Да, ну, если ты его сам практиковать мне кажется, не будешь на нем надо разговаривать. заставлять себя даже где-то, да, книги читать. Вот я, вот, например, могу пример привести, как я вот язык освоил, да. Ты, наверное, тоже в школе Тукая Джалиль читал. Ну да, у нас же преподавали и Туганталь, и Матурталь, да. Ну, у нас такого не было. Я вообще сам язык выучил где-то лет с 14. Дед мне вот директивно сказал, учи как хочешь. А бабушка, которая татарка, принесла книгу Байтеректен Байлага. То есть, на ногайском языке. Вот, и мне довелось, да, посчастливилось читать Гамзата Джагильдиева, Кадрию Тимирбулату. То есть, я вот, естественно, как все, да, сейчас вот переходим плавно к последней нашей теме. Это поэзия, да. И вот я, получается, естественно, как все, там, Пушкин, Лермонтов, но постепенно перешел к ногайской, да. Вот, ты уже тоже пишешь, да, на... Да, я пишу на ногайском. И на русском, и на ногайском пишу стихи, да. Вот. И вот получается Куруптурсун Бариев, мне посчастливилось живьем с ним общаться, Ахмат Кульниязов – это Ярау, то есть это исполнитель эпоса, как оба, кстати, туркмены по происхождению, ну, ру-туркмены. Видимо, у вас такая судьба, да, ногайский язык подымать. Вот. И вот у нас в Астрахани же тоже были Шамиль Таганьязов, опять-таки туркмен. Ты прости, Сиитовка родная. Не смогли тебя мы уберечь. Детвора растет у нас больная, забывая своих предков речь. И так далее. Расселяя нас по разным пунктам, наше мнение монстр не спросил, а ведь мы нагайцы, не манкурты. Нас Аллах на жизнь благословил. То есть, такой стих, когда я читал, я думаю, это Нугай написал. А оказалось, что это туркмен. Ну, тоже, наверное, да, там родственники, бабушка. Скорее всего, да. У него жена Нугайка, он в Сиитовке, да, электриком работал. Роза Баубекова, которая уехала в Татарстан, она там, да, как татарка, естественно, сама хотя карагашка. Вот, но она там себя осознала как нагайка. Вот, Абдулла Шамуков, Абдулла Ежевич Шамуков, он исполнял, вот стихи писал. Кстати, в Казан-Утлары печатался, но не очень-то подходит. И в Нугай давался в КЧР, то есть Ногайц Карагаш. Вот. Исмаил Мурзаев, это тоже его не печатали, юртовский Нугайц Карагали. В Казани не печатали на юртовском диалекте. И вот в Каранугай... Со своим Ялпах.
Да, Ялпак, у нас Джалпак по-карагашски Жалпак, звучит. ага. Вот. Ну, теперь вот подошел, собственно говоря, перейдем к стихам. Я вот попрошу тебя зачитать стихи и на родном, да, на юртовском диалекте, чтобы... А то скажут, если 1000 слов сказали, а на родном ни слова. Да, ну, писать я начал рано, так, в подростковом возрасте еще. Угу. Наверное, сначала на русском что-нибудь. Угу. Вот как раз про нашу любовь к своей родине, к своей малой родине, да, с ее ландшафтами. Угу. Это, получается, 2002 год. Мне, по-моему, лет 16-17 было. Ну вот, тогда я написал про наш родной край. Тогда еще не было мысли писать на родном языке. Прошу. Мой родимый красивый край, на свете нет больше такой. Похожа она на блаженный рай, на девицу с длинной косой. Твое жаркое палящее солнце, твой суровый холодный мороз. Красивое желтое поле, красные рыбы, неисчерпаемый воз. Здесь кочевали сарматы, гунны, аланы, хазары. Непокорный и вольный народ, весь монголо-татарский род. Здесь раскинулась дельта той самой, которую воспевали в песнях, которой поклонялись народы и восхваляли в сказаниях. Твои запасы газа и нефти, твоя поваренная соль, твои бескрайние степи, сыграли которые важную роль. Здесь трудились и жили поэты, написали много стихов. Бунтари, мятежники свободы, сколько срубили их буйных голов. Прославляли тебя поэты, прославлять буду и я, чтобы через многие годы Астрахань российская назвали звезда. Машалла, очень красиво. Теперь, как говорится, батл, и я свой зачитаю на нагайском. Давай. Кім өлтірген ана тілін айтыңыз, біз өзіміз күнәліміз бәріміз. Қайдан бала үйренмеге болады, оның мұтып қылынмайды халқымыз. Бесік жырлар ноғайша жырланмайды, ата-ана не екен де білмейді. Бесіклерді шетке салып мұттырып, ұйқлату деп балады шайқаймайды. Тыңламайды өсиятқан балалар, ноғай ертек юмақлары емшыңлар. Біз өзіміз күнәліміз бәріміз. Біз айтпасақ, созатларды кім айтар? Дестанлардың, бәтірлердің ноғайтыл, шайырлердің, әлімлердің ноғайтыл. Сен ұмытса ноғай болмайды, қыпшақлардың, көк түрклердің ноғайтыл. Сен Алладан бізге икон аманат, тек бізден сен көріп тұрың қиянат. Тілсіз миллет, келегін көрмейік, мұтылайық ноғай деген даңқы ат. Батыр тілім, батыр мұрза сөйлеген, күшлі даулар ем соғыслар көрдің сен. Біз борышлымыз ана тілді сақларға, ана тілді сақлау керек өлімден. Теперь вот на нашем юртском диалекте он очень интересный стих про наш зимний вайб, да? Қарақыш, черная зима с нашей грязью. Қап-қара бітін дүния, қыш келді біздің яққа, қар көрмәрсін сен қырда, Аштрхан тығырғында. Біз қатты яғаларда, ол болмас енді заққа, зақламап үрір иртән, менә шундый пәлән тігән. Қар урына яңғыр явады, жел исәді битті яндырып, салқын қыш 10 ел булмады, ә мин әйтпим, бик сағындық. Яз киләр тиздән қияшынан, йылытар туңган йөрәкләрде, ымытлар җилләр, буранлар, сағындық эссе без көннәрде. Қар буранлар күп булмаса да, жел исәді бик қатты, яндырады, суытады, кесіп алады тәннәрде. Қарақыш шундый булады, қарсыз, бызсыз, шундый бәлә. Кім мында туып үспәді, шул булмас қышқа риза. Машалла, машалла. Следующий стих тоже посвящен народному языку, и как бы это же тема такая постоянная, и хочется тоже вот кое-какие моменты сказать. Ей ноғайым, сақлап біл сен тілінді, қоланмасан, өз тілінді өлтіресін. Ятлауларды, дестанларды ерінді, қоланмасан, оны қайда істесін. Сөйлейтаған сен янында болмаса, ноғай кітап оқымаға ярайды. Кітаплары сен янында болмаса, интернеттен оны тауып болады. Тіл яшайды, қоллануы шартыман. Ноғай шалып сөйлемесен, өлейік. Тілсіз миллет yok болады. Сырты ол. Нәсібіне бір шексіз де тіл керек. И стихотворение про мой родной аул, про Казан аул. Одно из моих любимых, кстати. И я много по вахтам работал, вдалеке от дома, вот именно вот эти стихи. Как я очень скучал, да, сильно. Қайда болсам да дүнияда,
Шит жердә, алыс яқта, йөрәгем өметләнәде кайтпага, туган йортка, үскән җиргә. Шит жердә йөрәк елыйды, сагынады далады. Улкан сарайлар кирәк биде, жан иделде, телиде. Улкан таулар күргәнем бар мин, кара куе булдым урманнарда, шитсез диңгез йөрәгемә ятпады. Унда да уйладым кечки ватанымды. Туган ягым йөрәгемдә минем, кайда барсам да сагынам сине. Шитсез дала күңелемде күтәрәде. Кызан аулым мәңге йөрәгемдә. Монда тудым, монда үстем. Әйем нугай тәрбиясен бирде. Туган җирде алмаштырмарым. Ничек башка үзенең атын белеп алмаштырды. Машалла, баракаллах фик. Раз уж тему родной земли, как раз в тему у меня такой же стих. Туган жерім, сенде юк, мырзат yok. Жандай, қандай, тап жүректей сондай yok. Туған жерім, ноғайдың ата жұрты, қындық қаны, эманадың ақ сүті. Жусан ислі кен яйылған тоғайлар, суы толған ембалықлы жылғалар. Туған жерім, алтын орда қонған жер. Ай алламау, туған жерге нәсіп бер. Ноғай ханның едігедің халқы бар, батыр халқым, мырзал халқым ноғайлар. Сарай бату эм бұрынғы дәулет хан, ана еділ халқымыздың хан эм ян. Батырлардың тамырларда қан аға. Оны ұмытсам, зат айтам мен саға. Мен жауаплы, борышлы сенің алдында. Ата баба атын қалай ұмытпаға. Басқа халыққа айланмаңыз ноғайлар. Тарих сатқан, намыс сатқан ел сатар. Өзіңді сыйламасан, не пайда? Енкейтаған өзіне оқ атар. Көп сау болыңыз. Машалла. Көп сау болыңыз. Яхшы. Ару. Ну вот сейчас уже как бы завершаем. Я надеюсь, будет хоть чем-то полезен этот эфир, пробудет интерес, потому что просто не хватает у нас кадров. Да? Мы не получаем никакого финансирования, никаких, так скажем, какой-то поддержки. Все мы делаем на энтузиазме. Почему-то люди думают про какой-то шкурный интерес. На самом деле все исключительно сами делаем, потому что, честно сказать, если это не будет нужно нам, то не будет нужно никому. Потому что родной язык, он дорого стоит. Абсолютно верно. И потом, он же связан действительно с кровью, да, с глубокими этими вещами. Я даже сам себя поймал на мысли. Как-то так я оказался в селе Лопас. Такое село. А я вырос в селе Володарка. Я этим горжусь, люблю. Родной мой, да, так скажем, аул, село. Хотя это поселок городского типа. Чтобы не обиделись. И, в общем, я оказался в Лопасе, и там Ногайское село, я слышу родную речь, она родная речь. Ничто так не воздействует. У меня слезы на глаза навернулись. И я почувствовал себя, наверное, как конфеты, которые вытащили из коробки, потом обратно положили. Все равно там рядом находится Золотоордынское городище Даулет-хан. И эта связь с землей, с почвой, с родным народом, да, мы не говорим, что кто-то лучше, хуже. Да. Перед Всевышним лучше только те, которые в богобоязненности, да, но свое есть свое, да, оно как бы никуда от него не уйдешь. Калыгайт, Сагасин, Кюлюшин, Элькан Рахмат, по-юртовски, правильно сказал? Почти. Хорошо. В общем, я надеюсь, что, как говорится, наша деятельность, она продолжится. Очень рад, что вообще у нас такая тема пошла. И это, я думаю, такая мотивация для того, чтобы дальше изучать. Спасибо большое. Салам алейкум. Ва алейкум ассалям. Ва рахматуллахи ва баракату.